Приветствую вас в студии на открытом воздухе. В эфире программа Ice News и я ее ведущая Саргалана Неустроева. Сегодня в эфире. Фестиваль путешествия на полюс холода стартует в Ваймиконе. Усиление ветра прогнозируют в 11 районах республики. Новый вид экстремального досуга доступен жителям столицы республики. Международный портал по языкам и культуре народов Арктики запустят в 2022 году. Над проектом будет трудиться международная команда из арктических государств. В рамках проекта планируют проведение интервью с аборигенами, сбор архивных материалов об их лингвистическом, культурном и историческом наследии. Седьмой год Якутия отмечает 19 марта День Арктики. Праздник учрежден указом главы республики с целью поддержки и развития арктических районов Якутии. Единственное в России общеобразовательное учреждение, обучающее детей малочисленных народов Севера, находится в Нерюнгри. Это школа-интернат «Арктика». В ней обучаются дети с 8 по 11 классы. При этом на протяжении всего учебного года школьники соревнуются в учебе, спорте и других культурно-массовых мероприятиях, зарабатывая баллы. Мы ждали наших детей достаточно долго. И вот мы с нетерпением готовились, мы волновались. И я думаю, наши дети готовы к принятию, обмену новых знаний, своей информации и готовы осваивать все новые и новые технологии. Ждет их очень много интересного и полезного. Жители Якутии приглашают принять участие в ежегодном республиканском фестивале путешествия на полюс холода 2021. Мероприятие пройдет с 27 по 28 марта в одном из самых холодных мест региона – в Ваймиконе. Так, всех желающих принять участие в мероприятии ждет насыщенная культурная и деловая программа. Это и катание на снегоходах, и оленях, подледная рыбалка, экстремальное купание в незамерзающем водоеме при минус 20 градусах, а также возвращение символа холода его хранителю Чисхану. Необычное для этого времени года явление порадовало жителей Мурманской области. Обычно северное сияние можно увидеть только с начала сентября до середины апреля. Помимо прочего, явление появляется и в полярную ночь со 2 декабря по 11 января. Однако точно предугадать сияние на сегодняшний день сложно. А для того, чтобы воочию насладиться красотой явления, и вовсе необходимо совместить несколько факторов: безоблачная погода, правильное место и время. Находчивость жителей заснеженных регионов не перестает удивлять. Так, в сети распространилось видео, на котором неизвестный мужчина продемонстрировал свой инженерный талант. Лыжи он дополнил настоящим пропеллером и таким образом смог покорить не только дороги, но и признание комментаторов. А тем временем жители столицы республики пробуют иные виды транспорта. Так, в Инстаграме популярность набрало видео о парасейлинге на территории Зеленого Луга рядом с 202 микрорайоном. Многие комментаторы осудили подобный вид аттракциона, посчитав его небезопасным, но нашлись и желающие попробовать себя в парасейлинге. Мы же, в свою очередь, не могли оставить без внимания такой экстремальный вид развлечений. Сейчас на прямой связи со студией наш корреспондент Алексей Лукьяненко. Он расскажет нам, насколько это безопасно и какие правила следует соблюдать при парасейлинге. Алексей, приветствую. Как там погодка летная? Здравствуй, Сара! Да, погода действительно летная. Вот буквально только что светило солнце и ушло за дом. Но на самом деле, во всяком случае, она летная на 202 микрорайоне точно. И вот как раз вы можете здесь видеть, у нас вот
появился в городе впервые парасейлинг. Это парашют, на котором можно взлететь и посмотреть панораму 202-го микрорайона. На самом деле парасейлинг, как я узнал, он был основан еще в 60-х годах, в военное время. Изначально он подразумевался для того, чтобы военные проверяли парашюты, летность ихнего состояния, вот их пригодности. Потом со временем это стало каким-то экстремальным видом спорта. Вы, наверное, слышали то, что на катерах также можно также парашют использовать, чтобы посмотреть панораму. И вот как раз хотим вас с кем познакомить. Рядом с нами находится один из организаторов парасейлинга в городе Якутске. Это первый парень, которому пришло в голову сделать такой экстремальный и классный вид спорта у нас в городе. Здравствуй, Иван. Расскажи, как давно тебе пришла такая идея и вообще сложно ли это было? Ну, после Нового года как-то подумали, в городе Якутске нету парашютного лета именно в Якутске. И решили парашют купить, и людей, типа, сами полетали сначала, посмотрели, что да как, изучили. И вот людей, типа, начали, типа, приглашать. Типа, и сначала техника безопасности говорим людям, типа, сюда-туда. И потом уже подпись подписали, типа, и сразу к парашюту подходим, типа, одеваем и летит. Ну, у нас высота полета у нас здесь 30 метров поднимается, а высота веревки там 50 метров. Ну, и в основном все так. А расскажи вообще, как страшно, большой ли спрос и есть ли какие-то ограничения по килограммам, скажем? Да, ограничения есть. Свыше 110 не разрешается подъем в этом парашюте. А так бы нормально все. Но ограничение 16+. Ну, я как понимаю, что для начала, чтобы испытать, прокатиться и посмотреть панораму, ну, нужно быть для начала адекватным. Допустим, как вот считаешь, я бы мог, скажем, попробовать? Я ни разу, ну, как такими видом спорта не увлекался. И как думаешь, у меня получилось бы? Да, конечно, получилось бы. И сначала бы инструктаж прошел, и все, наверное. Ну, основное, там сложного нету. Ага, ну, в общих чертах ты мне уже инструктаж уже спасибо рассказал, как бы суть понял. И давай, может быть, приступим к обмундированию, наверное, так сказать. Ага, самое главное, значит, у нас идет шлем, да? Да. Ага. Потом, как видел, у вас есть еще специальные очки для... Специальные есть. Ага. Сейчас для того, чтобы картинка была дальше, чтобы меня, дорогие зрители, видели, мы сейчас переключимся с одного микрофона на другой. И чтобы меня было слышно и самое главное видно. Не слышно. Так, а сейчас слышно меня? А, вот, все, значит, мы в эфире. Все круто. Так, теперь у нас, значит, идут очки. Это для того, чтобы, я так понимаю, не прилетел снег, когда мы будем подниматься вверх, и чтобы не слепило солнце, да, которое у нас сегодня очень ярко слепит, да. Так, у нас идут очки. Все правильно, да? Да, правильно. Вот так вот. Ага. Так. Обмундирование. А в целом народу много, да? Ну как? Так, это теперь у нас штука такая, похожая на памперсы. Я, значит, правую ногу. Наоборот? Вот сюда. Давайте. Вот сюда. Правую, да? Ага, так, одеваем правую ногу. Так, потом дальше у нас идет левая нога. Так, отлично. Так, практически готов к полету. Так, теперь у нас здесь идет карабин, да, специальный. Это для того, чтобы удержать мой корпус, да, чтобы он, так понимаю, никуда в сторону не болтался, да. Примерно в полете, допустим, сколько времени проходит? Полет минута, наверное. Минута, да? Да. Ага. У нас так.
А в целом, вот, скажем, допустим, сейчас у нас, как мы знаем, получается весна, да, вот будет. А летом есть какие-то у вас планы, Да, скажем? планы есть, но еще надо посмотреть место, где можно полетать. Ага. И ну, так, наверное. То есть, возможно, так же, как в других городах на катерах можно будет, да? Или подготовить какую-то, можно будет, кстати, площадку, действительно, где-то за городом, поляну, подсыпать песочку, да, чтобы мягкая посадка была. Так, дальше у нас что? Карабин. Как вы можете видеть, вот трос специальным образом тоже также выкладывается, чтобы делается для того, чтобы он не запутался. Когда будем подниматься в воздух, купол, как мы видим, он достаточно огромный. Вот. Так, дальше по плану у нас... Так, сажусь. Значит, как называется вот эта вот штука? Садимся на такую надувную плюшку. Мне даже предоставили перчатки. Какие-то специальные. Так. Дальше у нас цепляем, получается, карабин. Так. Ага. Нет, сюда. Ага. Так, держимся за карабин. Ага. Ага. И здесь тоже так же, да? Ага. Чуть сверху. Держимся за карабин чуть сверху. Так, ну логика в целом простая. Так вы... подождите. Он пока примерно проверяет, да? Все понятно. Так, у нас... И, получается, осталось вот этот трос прикрепить, вот объединить карабины, да, соединить. Ага, понятно. Примерно получается, как отъезжаю, он доли секунды, сразу тут же, получается, я взлетаю. Ага. Руки вот так вот держу. Так, самое главное, как мне сказали, держать руки в стороны. Ну, Сара, я думаю, мы увидимся. Сейчас мы проверим, насколько действительно безопасен этот вид спорта. Ну все, я поехал. Всем пока. Алексей, я желаю тебе удачи. Я напомню, что совсем недавно Алексей боялся скатиться со 100-метровой горки, а уже сегодня он покоряет воздух. Вот что, называется, делают с человеком суровые якутские развлечения. Мы все за тебя очень волнуемся, надеемся, что ты вернешься в нашу студию живым и невредимым. Алексей, как там? О, шикарно. Что ж, благодарим Алексея, будем надеяться на все хорошее. Ну, а мы продолжаем и далее о погоде. Я прошу прощения, далее о спорте. В столичном Ледовом дворце Элей-Ботур прошел 9-й республиканский турнир по хоккею с шайбой Кубок Якбор. В соревнованиях приняли участие 6 команд из города Якутска, Усть-Алданского и Мегино-Кангаласского районов. В каждой команде по 30 игроков. По жребию они были разделены на 2 группы. Полуфинал и финал намечены на 20 марта. Лучших хоккеистов наградят по 5 номинациям. На протяжении 2 дней все любители спорта могут наблюдать настоящие хоккейные баталии на льду. Но после первой игры усталости нету. Просто взбодрились, завелись, побегали хорошо. В этом турнире участвует всего 6 команд. Команда ветеранов, Мюрю, Якбор, Мегино-Кангаласского района, Динамо и Полярник. Если регламент, первые 2 минуты периода играют ветераны, которые старше 40 лет. Усиление ветра прогнозируют в 11 районах республики. Согласно прогнозу Управления МЧС России, по региону ветер в порывах будет достигать от 9 до 14 метров в секунду в Вилюйской группе улусов, а также на западе региона. Метель со скоростью ветра до 20 метров в секунду ожидается в Жиганском, Кобяйском, Вено-Бытантайском и Верхоянском районах. А тем временем в Якутске -8, -10 градусов, ветер юго-западный
3,8 метров в секунду. 20 марта чуть теплее, минус 4, минус 6 градусов. Самая низкая температура на сегодня зафиксирована в поселках Чекурдах и Черский, минус 31 градус. Самая высокая в селе Тяня Алекминского района, там всего минус 1 градус. Это были самые холодные новости на сегодня. У меня к этому часу все. Я с вами прощаюсь. До встречи.